Везде, я говорю, завышение цен ужасное. Тут же метр проходишь, одна цена. 2 метра пройдешь, другая цена. Начинаешь спрашивать, почему? Тот же товар. Оригинал. Слышишь, любимое слово в Таджикистане – это оригинал. Даже картошка на рынке у нас оригинал. У соседа не оригинал, а у нас оригинал. Оригинальная картошка. Сейчас в медучреждениях ты заходишь и покупаешь бахил. То есть они требуют от тебя: сначала купи один самон, а потом заходи. Я, конечно, не против гигиены, это должно быть, но чтобы покупать, хорошо, я могу купить один раз. Но если я выхожу и сдаю анализ, делаю УЗИ, второстепенно я должна покупать снова. Потому что я когда сталкивалась, когда заходила, там было бесплатно в некоторых учреждениях, я потом поняла, что это вообще бесплатно. До этого я не знала. То есть, получается, если я зайду 4 раза, я должна за 4 самон покупать 4 раза бахилов. Мне кажется, это совсем неправильно. В аптеке купила просроченную траву один раз. Я вижу, что сейчас везде появилось в магазине масло, называется шведское, финское, и очень дешево стоит. Это не из Швеции, не из Финляндии, это подделка, ну, 100%. И это тоже не нравится, возмущает. Да, магазин, шар, все вaqt خریداری میکنیم، بسیاری وقت مشکلات خوب نمیکنن. یا که اگه چیزایی که سراغش گذاشتگیه ما هم را میبریم و ازورد میکنیم، با ما خوب صحبت نمیکنن، جنگ جنجال میکنن، ولی قبول نمیکنن. В аптеках ценники нет. Как, кто вот завышает ценники, кто контролирует вот эти цены? Один раз я купила просроченный хлеб, вернее, там даже было правильное число, вчерашний хлеб был. Но у меня были друзья, я разломила этот хлеб на столе, мне было неудобно, потому что он явно был уже пропавший, хотя число было вчерашнее. Я вернулась в магазин, мне вернули деньги за него, но мне пришлось далеко идти, я просто из принципа пошла в этот магазин.